Ахра, вы противник закона об апартаментах, и, в общем, ваша позиция примерно понятна. Вы ее много раз излагали и на «Эхо Кавказа» в том числе. Поэтому я буду защищать, попробую этот закон, тем более, что в Абхазии его защищают очень немногие. Я понимаю, что ваши аргументы и по поводу того, что в Абхазии очень мало людей, которые способны конкурировать с теми из не Абхазии, кто способен это купить. Но ведь рынок как-то надо регулировать. Все равно ведь с чего-то же надо начинать. Это богатство, которое вы не хотите продавать, и так лежит мертвым грузом. В стране нужны перемены серьезные. Очень часто мы слышим, что глава государства почему-то ссылается. Рыночная экономика требует определенных институтов, которых у нас нет. И полное отсутствие реформ как раз-таки не позволяет освоить эффективно те ресурсы, которые у нас есть. Мы застряли в таком советском периоде. Вы можете себе представить, чтобы сейчас в Европе руководил там, я не знаю, Вольцех Ярузельский или Эрих Хоникер? Вот у нас приблизительно вот это происходит, и поэтому вот находимся в таком состоянии, когда навязывается стране линия целая, это не только апартаменты, это приватизация энергетики, какие-то предоставления преференций иностранным инвесторам. Кстати, не всем иностранным. В законопроектах пишется именно российским инвесторам. Это тоже в нашей юриспруденции такого раньше не было. Я даже спрашивал, я говорю, а если нас Белоруссия признает или Казахстан, мы что, отдельные законы будем составлять? Каких институтов не хватает и не удается сформировать в Абхазии? Какие бы институты ни были, опасность все раскупят россияне, все равно эта опасность останется? Опасности, да, присутствует даже самого крепкого государства. Опасность того, что придет какой-то крупный капитал и купит активы. Мы это часто видим, там немцы хотели там завод Rolls-Royce купить английский там. Но мы даже более в тяжелом положении, потому что у нас не выстроены институты. В первую очередь, это, например, у нас нет отдела или там департамента по борьбе с коррупцией. У нас нет спецпрокурора по борьбе с коррупцией. У нас практически отсутствует декларирование о доходах. У нас закон, подготовленный в бытность, когда я работал в рабочей группе о противодействии легализации преступных доходов, снят с работы в парламенте, снят с работы законопроект о контроле над валютой. В таких условиях совершать такие какие-то немыслимые операции с большими деньгами в стране, где нет гарантии, каким путем эти деньги сюда придут, каким путем уйдут. Вы представляете, это насколько рискованная финансовая операция, тем более нет справедливости элементарной. Я работал, когда мы просили дать кредиты нашим гражданам, чтобы они те же территории осваивали. За тот период еле-еле там даже миллиард не выдали. А Ткачеву господину сразу 20 он сам озвучил, ему на Абхазию, значит, одобрили кредит. Ну, где справедливость? Антон, зная вашу позицию по этому закону, я, наоборот, буду его защищать. Да, действительно, есть риски, о которых говорит Ахра, причем риски и объективного рода, и субъективного, которого только что он перечислил. Действительно же нету каких-то действительно барьеров, и которые могли бы предотвратить коррупционную составляющую, усугубить все те риски и опасности, которые проистекают из объективного хода вещей. Я вначале подчеркну, что все-таки скорее у меня сейчас пока будет, так сказать, взгляд внешнего наблюдателя, хотя вряд ли я могу сказать, что я потерял связь с Абхазией, не знаю чего-то, что происходит. Я, во-первых, не хочу сказать, что я не сторонник, не противник этого законопроекта или каких-либо других законодательных актов, которые регулируют рынок недвижимости в Абхазии. От этого для экономики абхазской, которая лежит на дне, не станет ни хорошо, ни плохо. Мертвому припарк. Это не приведет ни к каким новым деньгам, возможностям. А суть в чем? Есть два момента важных сейчас. Продажа недвижимости идет очень активно, идет года с 2004 или 2005. Продаются земли на берегу, продается жилье. Не первый дом в качестве апартаментов уже фактически построен и продан. И этот процесс не остановить. И если мы знаем еще и глобальные тренды, рядом холодная северная огромная страна, которая фактически смещается на юг демографически. Это, значит, если людей не возят к месту жительства в товарных поездах, то они обычно передвигаются оттуда, где холодно, туда, где тепло. Вот. И, соответственно, этот глобальный тренд не остановить. Соответственно, Абхазия в него, разумеется, попадает. И, соответственно, Абхазия будет находиться в зоне такого демографического, так сказать, освоения временными людьми или людьми не гражданами. Сейчас это не столь важно. Что теперь дальше происходит? Можно оставить все как
кейсе это очень удобно большому кругу людей, которые реально контролируют Абхазию. В Абхазии это широкий круг людей, это не обязательно власть или власть придержащая, это все, кто имеет влияние и так далее. То есть это некая форма возвратной собственности. Я сегодня тебе продал по факту апартаменты, дом, квартиру, землю, неважно что. Ты на ней построил там что-то, но та ситуация, которая есть, отсутствие законов, отсутствие правового вообще поля как такового, она позволяет мне всегда рассчитывать на то, что при определенном изменении ситуации я переиграю правила игры и все верну. Поэтому весь тот круг, у которого в Абхазии есть деньги, возможности и власть, он всегда будет противостоять любым идеям любого утверждение, на самом деле, каких-то правил игры. И наоборот, если те люди, которые, что не в обиду никому абсолютно, те люди, которые сегодня против, завтра придут к власти, появятся у них и апартаменты будут строить, и гостиницы строить, и продавать инвесторам и так далее, и так далее, и так далее. Это одна сторона вопроса, сейчас вкратце второй. Но у тех людей, кто оппонирует, у них есть там здравое зерно. Но заключается в том, что, в принципе, им тоже надо знать правила абхазской политики. Это такой своего рода контракт о взаимном обмене власти там, на срок 3, 5, 7 лет. Если предыдущая власть, мы смотрим, каждый для себя что-то сделал, ну там duty-free, какие-то гостиницы построили и так далее, то эти товарищи, которые ныне в Абхазии у власти, они хотят абхазскими лексикой выражаясь, сорваться на деньги. То есть они хотят по-настоящему урвать, продать конкретно что-то серьезное. И среда им говорит: нет, ребята, вы оборзели, простите, пожалуйста, за прямоту, мы вам не дадим. То есть понятно, что вопрос апартаментов, он стоит именно в этом ключе. Нужно затянуть большое количество инвесторов, которые придут, конечно, на какое-то определенное законодательное регулирование отрасли и продать не 3 участка под 9-этажный дом, а уж по-настоящему. И среда им говорит: стоп, ребята, вы перебарщиваете. Ахран, последнее высказывание некоторых бывших лидеров Абхазии вроде подтверждает правоту Антона, но есть же вполне объективные экономические вещи, да? Что вызывает возражение? Сам факт возможной продажи земли не гражданам Абхазии или речь идет именно об исполнении этой консервации? Я бы не назвал это раздражением. Есть 2 линии. Антон в общих чертах, он получается дал оценку прошлому, может и настоящему политическому процессу. Я с ним спорить не буду, но выросло новое поколение политиков, которое предлагает совершенно разумные, необходимые при строительстве государства меры. Государство должно обладать серьезными рычагами и в демографической политике, в вопросах обеспечения справедливого доступа ко всем благам, чего у нас нет. На сегодняшний день я бы не назвал это противостояние 2 группировок, хотя есть признаки, я спорить не буду. Я больше делал бы акцент на то, что выросло новое поколение в независимой стране. И кто-то в Лондоне учился, кто-то в Германии, кто-то в Швейцарии. У них есть определенное представление, как и для чего вообще граждане создают государство. А когда у государства нет инструментов, обеспечивающих справедливость, справедливое распределение имеющихся ресурсов, то такое государство теряет суверенитет. Если мы начнем продавать жилую недвижимость, апартамент — это жилая недвижимость. В законе прямо написано: продажа иностранному гражданину. При этом у гражданина Республики Абхазия нет никакой возможности ни по уровню дохода, ни ипотеки, ни кредитов, ничего хоть как-то в этом поучаствовать. А как привлекать инвестиции в рынок недвижимости? Рынок недвижимости, во-первых, надо сформировать. Если у вас нет элементарно даже независимых аудиторов, даже если земля не продается, она имеет стоимость. Это даже ребенок знает. У нас закон об оценочной деятельности давно устаревший. У нас бухучет советский устаревший. Вы даже не сможете в балансе отразить рыночную стоимость ваших активов. Отсутствует закон о добросовестной конкуренции. У нас все преимущества отданы по закону иностранному инвестору. Люди боролись за свободу, за свои права. Я не думаю, что люди боролись за то, чтобы это государство создать для иностранных граждан. У нас, например, за последние 2 года денежный оборот в стране увеличился на 70 миллиардов рублей. Это официальные цифры Национального банка. С 50 миллиардов до 123. Народ это вообще не почувствовал. Это колоссальный рывок и скачок. Понятно, российским туристам в связи с ситуацией некуда ехать. Они ринулись сюда. И, кстати, очень богатые. Даже знакомые звонят. Люкс,
неважно какая цена. И ты хочешь отдать этот денежный поток единственный в руки иностранных граждан. Там речь не идет о классическом инвесторе. Речь идет о том, чтобы построить жилье, быстро продать. Это же не гостиничный бизнес. Но деньги же останутся в Абхазии. Они сейчас не остаются в Абхазии. Второй рекорд. Более 60 миллиардов стали из страны уходить. Потому что у нас рост производства практически отсутствует, экспорт тоже отсутствует. То есть туристы приехали, их кормят иностранной продовольственной группой товаров. Естественно, деньги из страны уехали. Кредитов для сельхозпроизводителей нет. Никаких вменяемых длинных кредитов с низкой процентной ставкой, защиты ни налоговой, ни таможенной нет. Антон, почему, по-вашему, не работает рыночная инфраструктура в Абхазии? Вроде бы деньги приходят, а вроде бы они должны работать. Риски понятны, на ней не привлекается. Почему? Нет потребительского рынка. Не возникнет он в такой демографической ситуации. В принципе, это приговор. Ничего происходить не будет. Я последние 7 лет работаю в аграрке. Хотя это и не Абхазия, это Россия, но тем не менее какие-то вещи могут для себя вывести из опыта. Сегодня, я закладываю, например, сады в одной из областей Центральной России. Если я сегодня приеду, вернусь домой, и буду закладывать их там. Мне не с кем работать, нет вообще никакой инфраструктуры жизнеобеспечения, там вода, газоснабжение, энергетика, транспорт, люди и так далее, и так далее. Ничего серьезного ввиду демографии. В Абхазии в ближайшие 100 лет, с точки зрения отдельного рынка, потребительского рынка, который может сохранить деньги внутри страны, кроме тех физически полученных денег, которые люди получили за счет туризма. Я сдал комнату людям, взял деньги, их я потратил, опять-таки в основном уехал в Магнит-Вадлер и там их потратил. В такой демографии быть ничего не может, и это, на мой взгляд, приговор. С такой же демографией, поскольку не возникает потребительский рынок, не возникает рынок вообще. Значит, не возникает его регуляция. Значит, не возникает как раз, собственно, то, о чем Ахра говорит, все те законодательные нормы, акты и так далее. Более того, принять физически мы их можем номинально, но с такой демографией, когда у нас излишне, так скажем, мягко, тесная среда, это приговор, потому что нужно понимать, что Абхазия в том виде, в каком она есть, существует, в сентябре будет 30 лет. И я когда смотрю людей в Абхазии, читаю их или слушаю, такое ощущение, что они еще находятся в 98 году и что-то начинают. Ребята, уже опыт пройден, уже 30 лет прошло, все, что получилось, это то, что уже получилось, то, что является неизменяемыми данными. Это уже культура, и она, может быть, там подлежит эволюционированию в дальнейшем, можем поговорить, пофилософствовать, но сейчас сложилась такая страна. Сложилась она такая, потому что, в первую очередь, у нее такая низкая демография. И ничего с этим сделать нельзя. И изменить нельзя ни развитого агропромышленного комплекса, ни развитого туризма, ни развитых транспортных коммуникаций на этом этапе. С этими правилами игры, кстати говоря, с этой культурой, которая закрывает, допустим, перспективы открытия дороги на Северный Кавказ, разблокирования дорог с Грузией, открытия дорог в Турцию и так далее, и так далее. С такими подходами, в такой ситуации изменений быть не может. Ахра, я хотел спросить еще дальше про электроэнергетику, но Антон задал такие серьезные вопросы, что я бы хотел, чтобы вы ответили на них. Антон сам, кстати, говорит, вспоминает 90-е годы, у него чуть устаревшее представление. Для того, чтобы Республика Абхазия нормально развивалась, надо только в экономике принять более 100 законов, которых просто нет. Что касается демографической ситуации, я с ним не согласен, что можно как анклав в одной стране, создать только внутренний рынок. Есть экспорт, есть внешнеторговые операции. Абхазия способна в кратчайшие сроки при правильном распределении государственных, финансовых и иных ресурсов обеспечить рывок. Что было и сделано в 2015-2016 году, если вы посмотрите, когда массировано было кредитование, экспорт увеличился более чем в 2 раза. Продукция собственного производства по некоторым товарным позициям увеличилась. Пиво, например, в 4 раза. То есть Абхазия единственная страна в мире, где на одного жителя приезжает от 5 до 10 туристов, в зависимости от сезона. То есть у тебя клиент сам приезжает в страну, надо просто научиться производить пищевую продукцию. Я бы даже сказал, восстановить то, что было. У нас было более 200 предприятий пищевой промышленности, но для этого нужны кредиты. И к этому же, о чем говорит Антон, надо подводить и инфраструктуру, всю связанную с производством.
То есть нужны долгосрочные национальные планы. Сейчас мы имеем внешний план. Сейчас в народе очень обсуждается у нас это возврат к мышлению автономной республики. То есть лояльность внешняя в обмен на какие-то ресурсы. То есть это не план абхазского народа, это точно. А где взять деньги? Вот та же самая электроэнергетика, да, о которой я уже начал говорить. Собственно говоря, она лежит на дне. Спасти ее могут только внешние инвестиции. Внешние инвестиции требуют определенной цены. А Абхазия говорит, что ее платить в Абхазии некому. Ну как это денег нет? Если у вас оборот за 2 года увеличивается на 70 миллиардов рублей, деньги есть. Нет фискальной системы справедливой, которая может и проконтролировать, и обеспечить доходы бюджета. Если эксперты посчитали, что в энергетику надо вкладывать, со слов руководителя государства, 1,5 миллиарда рублей в год, все цифры показывают. Сегодня уже, да, при определенных реформах можно увеличить республиканский только бюджет на 4-5 миллиардов рублей. Как денег нет? Деньги есть, просто надо уметь их собирать. Антон, есть какая-то модель, возможно, экономического открытия страны, которая была бы более-менее гармоничной и могла бы как-то спасти ситуацию? Кстати, я по первой части того, что сейчас сказал Ахра, в этом контексте бы согласился, потому что на самом деле, это прям представляете себе, какое другое интеллектуальное руководство страны должно быть. То есть вот если собрать отраслевиков, иметь какие-то финансовые ресурсы, не очень значительные, то можно было бы в локальных нишах, скажем, производство пищевой продукции действительно интенсифицировать. Но это прям другое. Это не коррупционное, не вот это беззаконное, хамское, то, что происходит всегда в Абхазии, а именно люди с крепкими знаниями в конкретных отраслях, с большим бэкграундом, да, если это аграрка, то 15-20 лет работы в аграрке. Может быть, можно было, но этих вещей недостаточно, потому что людей действительно много номинально, но денег нет. Почему? Потому что, приезжает одна группа людей, так скажем, да, из одной страны, и уезжает назад. Деньги, которые они оставили, тут же утекают вслед за ними по существу. То есть условия простые. Надо строить дороги, надо открывать Северный Кавказ, надо реально регулировать грузино-абхазский конфликт, а не занять позицию обиженной девочки. Нужно выходить для того, чтобы как угодно, любыми способами открывать дорогу на Армению, на Турцию, запускать транзит и начинать жить как нормальная современная страна, которая хотя бы пользуется своими географическими преимуществами. Понимаете? А если мы будем, то есть, понимаете, есть, может быть, другая. Вы знаете, зато у нас природа не тронута и так далее. Часто это читают, абсурд и бред. Природа не тронута. Абхазская природа уничтожена беззаконием и беспределом. Только уничтожена не как в Туапсинском районе Краснодарского края, где продали лес на участке, а уничтожена массовой безумной вырубкой, охотниками безумными, которые выгнали всех животных на Северный Кавказ и так далее. То есть те же проблемы, что происходят в коррумпированном, перенаселенном Краснодарском крае, ровно те же есть в Абхазии, только полностью из-за беззакония. То есть нужно создавать нормальную страну. А когда вся, по сути, национальная идея заключается в том, чтобы закрыться, от кого как можно закрыться? Во-вторых, закрылись, хорошо. 30 лет провели закрытыми. На сегодняшний день страна находится в ситуации демографической, социально-культурной катастрофы, из которой уже не выбраться. Если вы знаете, кто-то поднимет данные, что средняя продолжительность жизни абхазского, этнического абхазского мужчины 53 года. Это уровень в России, Костромской области в 50-х годах. Это уже африканское дно. То есть закрытость и изоляция, которые планировались как возможно то, что спасет культуру и поднимет ее на новый уровень, стали могилой для абхазской культуры уже на сегодняшний день. А сейчас, чтобы это, может быть, что-то впереди изменить, необходимо, опять-таки, собирать политическую нацию, лояльная политика по отношению к коренному населению, русским, армянам, грекам, к турецким репатриантам, абхазам, которые очень были нужны Абхазии, практически изгнаны они. Всех этих людей собрать, и, может быть, через 30 лет что-то возникнет при условии открытой границы, урегулирования обязательно конфликта с Грузией в той или иной мере. Абхазия не закрытая страна. Абхазия абсолютно открытая. Между прочим, инвестиции в Абхазии идут, и совместные предприятия, более 400. То есть здесь нет такой ситуации, что прямо от кого-то абхазы пытаются закрыться. Или я не согласен, как Антон сказал, что мы в обиженной какой-то позе стоим. Но дело в том, что одно вытекает из другого. Если ты внутри страны не будешь вести понятную политику, то есть если ты понятен, естественно, ты можешь общаться с внешним миром достойно и добиваться политических успехов. Понятно, что надо и дорогу открывать. Но препятствие сегодня исходит от Тбилиси, которая не отменяет закон об оккупированной территории, тормозит инвестиции сюда, ставит политические
и иные условия. А касаемо внутри страны, я считаю, у нас ресурсы есть, у нас выросло замечательное поколение. То есть здесь нет такого, что кто-то кого-то не хочет. Миграционная политика на сегодняшний день, она управляемая. Например, каждый год более 1000 предоставляют гражданство. Более половины предоставляют именно этническим русским.